Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. С кем у вас скоро будет встреча, с кем вы встретитесь. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе! Так, раз, два, три, четыре. 4 человека. 4 человека стройным рядом, да, идут к вам навстречу. А вы и не ждете, а вы и не думаете, а вы вообще про этих людей позабыли. Нет, но про одного вспоминаете, потому что вы на него обижены, а про остальных 3 вообще не думаете. Но вы знакомы с этими всеми людьми, знакомы. Не знаю, то ли вы попадете на какое-то мероприятие, то ли вы окажетесь в каком-то для вас необычном месте. У вас, буквально в моменте сразу увидите 4 человека, с кем вы когда-то раньше общались, а потом перестали общаться. Знаете, как говорят, жизнь развела, да, судьба развела. Может быть, вы поедете к родственникам, да, либо в место, где вы раньше жили. Поедете там, где живут ваши родители, да, а это, например, знакомые с детства, либо знакомые из вашей, там, не знаю, юности. Вот как-то так мне идет. 3 из этих людей вы будете рады, то есть, приятно увидеться, там, пообщаться, столько времени не виделись. А вот этот, кто обидел вас, вот ему вы не рады. Но вас порадует его отношение к вам и порадует то, как он будет проявляться в вашу сторону. Давайте с ним и будем разбираться. У вас то ли отношения были с этим человеком, то ли вы, как даже, может, и в браке были с этим человеком. У кого-то точно был брак, и вы действительно давно не виделись, расстались вы плохо, у вас обида осталась на этого человека. Либо, смотрите, еще могла быть такая история, что вы хотели выйти замуж за этого человека. Либо он вам обещал, что да, вот мы поженимся, у нас будет семья. Но вы поссорились, либо вы поняли, что да, он не будет держать свое слово, либо вы увидели, какой он на самом деле, и сказали, что не нужен мне такой муж, и даром не надо. И вы очень долго не общались, обида у вас до сих пор на этого человека есть, где-то там глубоко в сердце, но он для вас как нежелательная персона, да, персона нон-грата. Но тем не менее, вот вы с ним встретитесь, а он уже и выглядит по-другому, и глаза у него уже такие, знаете, как жизнь прожили, да, мудрость в глазах уже есть. Уже нет этой напыщенности, нет этого эгоизма, нет желания, там, не знаю, самоутверждаться, нет бахвальства какого-то. Вполне себе нормальный, адекватный парень, да, мужчина. И я вижу, что этот мужчина, он то ли знает, что вы будете там, то ли он чувствует сердцем, что вы скоро появитесь. Может быть, какая-то подружка вас предала, да, сказала, что вы приедете. Может, родители проболтались, да, что вот скоро вы приедете. Он вас как будто бы ждет. Ждет, что вот вы приедете, он готовится, он настраивается, он что-то будет вам предлагать, мне идет, да, вот какое-то предложение, там, давай помиримся, давай поговорим, давай обсудим, давай разберемся. Вы сначала против, категорически нет, прям щитом от него закрываетесь. Кого-кого, а его вы точно слушать не хотите. Да, вам не интересно, что он вам будет говорить. Но этот мужчина сможет вас расположить, по крайней мере, уговорить он вас сможет, да, чтобы вы его выслушали. Вот, вижу, что он будет брать всю вину на себя, будет так и говорить, что да, я был молод, я был горяч, я был глуп, там, не знаю, что-то со мной случилось такое, да, не в себе был.
И да, натворил я дел, и нет мне прощения, но я знаю, что ты женщина добрая, что ты женщина благородная. Позволь мне тебе скомпенсировать те неудобства, которые я тебе причинил, да, ту обиду, которая возникла у тебя из-за меня. То есть он не предлагает там, все, давай забудем, там, обнулимся с чистой страницы. Нет, он говорит, я хочу скомпенсировать, я хочу там, ну, что-то сделать для тебя, да, вот в качестве компенсации за те неудобства, за те переживания, которые у тебя были. И, в принципе, вам понравится такая постановка вопроса. И вам даже будет интересно, что он может вам такое предложить, чтобы вы перестали обижаться, либо забыли, да, все его прошлые поступки. Ну, он парень с фантазией, да, что-то будет вам все-таки предлагать. Я хочу на картах посмотреть. Я хочу на картах, знаете, что посмотреть? Вот он правдив с вами, да, либо он играет. Может, это действительно какая-то игра, и мужчина решил, ну, типа, дам заднюю, я, типа, буду притворяться хорошим, а на самом деле я каким был, таким и остался. Вот это важно узнать, потому что все-таки вы не чужие друг другу люди. А обида, которая у вас в сердце, она ведь, ну, живет, да, возможно, эта обида вам дальше по жизни двигаться мешает, там, создавать нормальные, полноценные отношения. Да, может, мужчина бросил какие-то плохие слова в вашу сторону, а они прям врезались вам в память, и вы, ну, живете с этим грузом, да, может быть. Так, ну давайте посмотрим, что за персонаж. Что у него там? Ну, он ждет вас в каком-то доме, либо в каком-то месте. Он вас ждет. Он даже за вами как-то подглядывает. Считает, что это его единственный шанс на то, чтобы такую шикарную птичку, как вы, поймать, да, с вами поговорить. Ждет. Он вас ждет. Он знает, что вы скоро куда-то поедете, либо где-то будете участвовать. Да, может быть, подружка, да, на дачу приглашает гостей, и он такой... Угу. Договорился с этой подружкой, убедил ее, там, загипнотизировал. Типа, мне только надо поговорить, да, мне только нужно с ней поговорить, и все. И он ждет момента, изучает вас, возможно, консультируется с кем-то по поводу вас и считает, что это его единственный шанс на то, чтобы как-то с вами повидаться, поговорить. Возможно, по-другому никак не получается, да, потому что вы его там везде заблокировали. Вы, если его увидите, развернетесь и пойдете в обратную сторону, то есть общаться с ним не будете. По поводу мужчины как человека, ну, он очень сильно поменялся, и тут карты очень хорошие вышли. Единственное, что у него какая-то тайна есть. Тайна, которую он ото всех прячет. И, возможно, эта тайна и есть причина его перемен. Ну, знаете, бывает всякое. Что-то такое пережил, что помогло ему осмыслить, что он был неправ, там, что жизнь скоротечна, что нельзя так поступать, что нужно быть более, скажем так, адекватным человеком. Да? Что-то такое было. Так, давайте еще посмотрим на его настоящие отношения, намерения в вашу сторону. Ну, знаете, хитрость он оставил позади, да, лиса за ним идет, ну, у него за спиной, получается, у мужчины за спиной хитрость. Он не будет с вами хитрить. Вот единственная хитрость, что он вас ждет, а вы об этом не знаете. Но, опять же, это не хитрость, да, потому что если бы он мог вам рассказать, он бы рассказал. Но поскольку вы не общаетесь, да, он не может вам это сказать. Хитрость у него позади. Желание как исповедаться, признаться, оправдаться, да, действительно проработать это прошлое, похоронить его. И для него вы женщина судьбоносная, да, вы женщина его жизни и судьбы. И я так понимаю, судя по этим знакам, судя по этим картам, что он недооценивал вас в моменте, когда вы были вместе, но он очень вас оценил, когда вы расстались. То есть у него, скорее всего, в жизни такие приключения начались, такие перипетии, такие вот, знаете, эти адские муки, да, неприятности посыпались. И вот тогда он понял, да, что вы ему не только любовь свою дарили, но и удачу приносили, что вы его защищали своей любовью, что вы его, ну, тащили, да, буквально на себе через все ухабы, там, рытвины, да, на дорогах, а он даже этого не ощущал. Но когда он остался один,
никакую другую женщину он к себе не подпустил, либо не смог войти в такие отношения, какие были у вас. И ни одна другая женщина так к нему не относилась, как относились вы. Не приносила ему удачу, не любила, не оберегала, не защищала, не вдохновляла. Да? Вот не было. И вот он видит вас своей судьбоносной женщиной. Та, которая имеет прямое влияние на всю его жизнь и судьбу. И если вы вместе, то у него жизнь исправляется. Если вы врозь, то жизнь у него не сахар, да, не сладкая. Судьбоносная вы женщина. По поводу чувств. Сейчас еще хочу посмотреть. Ну, кто бы сомневался, да? Кто бы сомневался. Корабль — это романтическое, как настроение. Он о вас мечтает, он вас представляет, он медитирует на вас, на ваше фото, да. Сердце любит, да, он любит. Вот как может, так и любит. Не все любят одинаково. Мужчины и женщины любят по-разному. Даже вот и женщины любят по-разному, мужчины любят по-разному. У него свое какое-то понимание любви, и вот то, что он себе понимает, то он к вам и испытывает. Вы для него мечта, да, желанная женщина, женщина, которая где-то там в мире, да, в небе летает, вот, была в его руках, он по своей глупости упустил, а теперь будет пытаться вас всеми как правдами, неправдами вернуть. Пойдет как на все, да, лишь бы начать с вами хотя бы общаться. Да? Вот, первый шаг — это общение, а дальше уже там как получится. Да? Скорее всего, он у вас в блоке, и вообще, возможно, много времени прошло. Так много, что даже особо и контактов нет, а возможно, вы не берете трубочку, если с какого-то незнакомого номера вам звонок. Да, может, у вас такая привычка есть. Так, давайте еще посмотрим, как вам себя следует вести с этим человеком. Как вам следует себя вести с этим человеком. Близко к сердцу не принимать, не подпускать и не дать себя обмануть, опять вовлечь во все эти перипетии ваших отношений. Держаться как башня, быть закрытой на все замки. Вы знаете, не ваш этот человек. Может быть, вы и судьбоносная женщина для него, но он не ваш человек. Тем более, я думаю, вы сами это прекрасно понимаете. Единственное, что вам будет приятно, да, что он там поговорит, объяснится, там, признает свою вину, как-то попытается загладить свои ошибки. Это будет вам приятно, да, это поможет вам проработать эту свою старую обиду. То есть как вопрос закончится, решится, точка будет поставлена. То есть мужчина раньше, наверное, вас обвинял, там какие-то гадости вам говорил, что вы там какая-то не такая, не то, не сё. А теперь он говорит, что да, я был неправ, я тебе тут наговорил, я сам дурак, а ты типа святая. Да, и это поможет вам проработать вот эту обиду. Стоит ли вам с ним вступать в отношения? Однозначно нет. Он не тот, кто сделает вас счастливой. Стоит ли вам с ним общаться по жизни? Тоже нет. Вот один раз поговорили, он вам все объяснил, прощения попросил, все, отпустите с Богом, с миром, пусть идет куда хочет, да, живет свою жизнь, как у него получится. У вас совершенно другая судьба, и она никак не связана с этим мужчиной. То есть это, как, знаете, проработка старых травм, старых проблем. Поможет вам облегчение сердцу дать. Так мне идет. А эти, наверное, товарищи, какие-то ваши общие знакомые, там, может, вы в одной компании были, там, вместе дружили, вместе общались. То есть вы увидите всех, да, всех из вашего прошлого в каком-то месте, куда вы поедете, либо где вы очутитесь, окажетесь. Так, дальше. Следующим событием показывают встречу с человеком старшего возраста. Прям старше вас человек, там, может, лет на 5-10. Но, как сказать, ментально человек прям как на 300 лет старше, чем вы. То есть, возможно, у человека там прям очень глубинный такой опыт в жизни. Человек прям такое повидал, что многим и не снилось, да, какой-то прям всесторонний, обогащенный опытом мне идет мужчина.
Тут у вас больше даже похоже не просто встреча, а знакомство, да, встреча знакомства. То есть впервые познакомитесь, да, впервые увидитесь. И что интересно, этот мужчина, у него прямо аж тремор по рукам идет и по ногам, а вы не рассматриваете этого человека как мужчину, ну, скорее рассматриваете как какого-то там специалиста, там, профессионала, там, мастера своего дела. То есть никаких таких мыслей, что он мужчина, там, да, у вас нет. То есть даже в голову не приходит посмотреть на этого человека как на мужчину. А он на вас смотрит в первую очередь как на женщину. А во вторую очередь уже смотрит как на клиентку, либо заказчицу, либо пациентку, может быть, даже. Да? Как-то так мне идет. Но мужчина, надо отдать ему должное, умеет себя держать в руках. У вас очень такой продуктивный разговор состоится, и вы будете очень довольны этим человеком, довольны тем, как он профессионально себя ведет, как он с вами общается, как он к вам относится. Вас все устраивает, да? У кого-то прям даже такие хорошие впечатления. Вы скажете, вот это мне повезло, да, встретила настоящего профессионала своего дела. Вы даже догадываться не будете, что этот человек на вас глаз положил, да, либо что этот человек буквально влюбился в вас с первого взгляда. Я могу допустить, что у мужчины может быть кризис среднего возраста, но не похоже, конечно, это на такой кризис. Он немножко по-другому проигрывается. Тут, знаете, не про плотское желание, а про желание сердца, да. Вот вы как будто бы до сердца его дотронетесь. Вот. Средний возраст, он больше, знаете, вот там, что я не молодой, вернее, я не старый, я молодой, там, молодые девушки на меня, обращайте внимание, да, и мне нужно чувствовать, что я живой. И там больше все по страсти идет. А здесь именно какие-то глубинные, сердечные эмоции показаны. И еще я могу сказать, что этот мужчина, с кем вы познакомитесь и встретитесь, он в вашей жизни вам очень сильно поможет. Прям конкретно поможет. У вас даже мысли такие, что как этот отец родной, да, либо там, старший любящий брат. То есть, для вас чужие люди такого не делали, что сделал для вас этот мужчина. Это не будет прямо сейчас, да, не будет завтра. Это будет со временем, возможно, там через год, либо меньше, может быть, чем год. Но это будет. То есть человек прям все, что может, то и для вас делает. И это будет очень и очень полезно. Да, полезно. Будет ли между вами что-то серьезное? Это только лишь время покажет. Мы с вами смотрим на ближайшее, да, на ближайшие несколько дней, несколько недель. А как там дальше пойдет? Там уже только лишь Всевышний знает, да, как пойдет. Но с правой стороны такую роль играет в вашей жизни. Кто его знает, да, в жизни всякое бывает, всякое разное бывает. Время покажет, да, время покажет, не будем забегать наперед. Так, еще. Здесь какую-то бестолковую ворону показывают, которая просто в шоке, забыла, как летать. Смотрит на вас и не понимает, что она видит. Встреча, скорее всего, с какой-то женщиной. Женщина, с кем вы могли там конкурировать, либо соперничать, а может, вы и не соперничали, это она с вами соперничала. Женщина, которая выглядит как действительно какая-то потрепанная жизнью старая ворона. А вы по сравнению с ней как принцесса, да, вот именно молодая, красивая и стильная, и вся такая в лучиках счастья и добра идете. У нее аж лицо перекосит. Я говорю, ворона забыла, что она умеет летать. У нее как-то крылья, знаете, в обратную сторону вывернулись. Да, вы ее тоже заметите, и она вас заметит. Будет ли между вами диалог? Трудно сказать. Трудно. А что говорить? То, что она старая кошелка, да, и очень плохо выглядит, а вы красавица молодая. Что говорить? Скорее всего, друг на друга так посмотрите, все станет ясно и понятно, да, и каждая пойдет своей дорогой. Вы пойдете с улыбкой, да, потому что, вы как будто бы в криокамере просидели все это время, очень преобразились, да. А эта женщина, наоборот, как будто бы, не знаю, где-то на галере пахала от рассвета до заката, вся прям износилась, истаскалась, очень плохо выглядит. Как бы время все расставило по своим местам, кто лучше, а кто хуже.
Кто красивее, кто достойнее, кто так. Зря землю топчет. Да. Кстати, вот эта встреча с этой женщиной, она прям такая окрыляющая, да? Потому что женщина, может быть, когда-то чем-то хвалилась, либо, не знаю, когда у вас там не было возможности там, покупать себе какие-то дорогие вещи, либо покупать какой-то дорогой профессиональный уход. А эта женщина могла даже вам как-то в лицо говорить, что вот, типа, а я могу, а у меня есть. И я себя типа сохраню и буду очень молодой, свежей, красивой, а ты типа со старухой станешь, да? А тут ровно наоборот все случилось. Да, да, я вижу, что вы улыбаетесь, у вас прям самооценка растет и прекрасное настроение. А у этой женщины ровно все наоборот пойдет. Так, мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.